В управлении Федеральной антимонопольной службы Ингушетии состоялись публичные слушания с участием представителей республиканских и муниципальных органов власти, прокуратуры региона и других заинтересованных лиц. На повестке дня результаты правоприменительной практики антимонопольной службы в 3 направлениях. Это контроль в сфере антимонопольного законодательства, законодательство о рекламе, а также о государственных закупках на территории регионов страны. Закупка товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд – одно из важнейших направлений, которые контролируют антимонополии. Так, за последние 3 месяца в республиканский УФАС поступило 73 жалобы участников закупок, и из них обоснованными признано только 19. На каждую из них выдано предписание. Также рассмотрено 41 дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. В 4-м квартале мы вынесли решение в отношении 5 организаций, которые были в сговоре при проведении закупки по поставке мебели. Это организации, которые находятся на территории города Санкт-Петербург. Такая практика по возбуждению по части 1 статьи 17, это у нас первая практика в истории Ингушского ФАСа. И ранее у нас возбуждались по 11 статье, это сговор между хозяйственными субъектами. В отношении Министерства образования данных возбуждений. Напомню, что публичные слушания ведомство проводит каждый квартал. В них может принять участие каждое заинтересованное лицо. Вопросы по обсуждаемым темам можно также отправить по электронному адресу, который размещен на сайте ведомства, или задать их при проведении слушаний. Те же органы власти, у них бывают вопросы, которые накопились в сфере применения законодательства, контроль, надзор, который ведет антимонопольные органы. Вот на таких мероприятиях они их открыто задают и получают тут же ответы. Если мы не можем ответить им сразу, допустим, необходимо проанализировать правоприменительную практику ФАС России, либо коллег, то мы берем паузу в соответствии с постановлением правительства, которое регулирует эти отношения, и, соответственно, уже письменно им отвечаем.